Сенекер. Ночь. Одноактная пьеса. Действующие лица. Первый, второй. Дверь. Вбегает запыхавшийся первый. Мощно стучит по ней кулаком и кричит: «Обезьяны! Откройте! Помогите! Обезьяны!» С противоположной стороны появляется второй, открывать не торопится и вообще, кажется, никуда не торопится. Глядит в замочную скважину. Второй: «Кто это там?» Первый: «Это я! Это я! Вы откройте мне! Эй! Эй! Да откройте же! Обезьяны! Не слышите? Обезьяны!» Второй: «Что ты сказал?» Первый: «Обезьяны, говорю, обезьяны!» Второй: обезьяны?» Первый: «Да, обезьяны, сколько раз повторять, прямо честное слово!» Второй: «Какие такие обезьяны? Чего-то не пойму». Первый: «Откройте вы, что? Ну, пожалуйста, да откройте, умоляю!» Стучит. «Я вам все объясню. Вы откройте!» Второй вдруг сердито: «А ну, отойди от двери! Отойди, говорю, кому?» Первый: «Что? Почему? Не хотите пустить? Почему?» Второй: «Отойди, говорю, хочу тебя видеть, такого вот полуночника, который порядочным людям спать не дает». Первый: «А вы порядочный?» Второй: «А какой я?» Первый: «Хорошо», отходит на шаг. «Я отойду». Еще отходит. Второй: «Стой! Что у тебя там в кармане?» Первый извлекает носовой платок. «Ничего, вот». Второй: «А в других?» Первый: «Где?» «Ничего, вот». Выворачивает карманы. «Нате, пожалуйста». Второй: «Хорошо, все. Остановись. Теперь говори, чего хочешь». Первый: «Вы мне откроете? Ведь они могут сюда прийти». Второй: «Кто это они? Кого ты там видел? Говори без вранья». Первый: «Обезьяны. Разве я не говорил?» Второй: «Что за обезьяны?» Первый: «Да, обезьяны. Такие кошмарные, такие...» Второй: «Головка случайно не болит?» Первый: «У кого?» Второй: «У тебя. Головка у тебя, спрашиваю. Не того?» Первый: «Нет, не знаю. А что?» Второй: «Потрогай. Может, горячая?» Первый кладет руку на лоб. «Странно. Нет, кажется». «Значит...» Второй: «Значит, говоришь, обезьяны?» Первый: «А?» Второй: «Говорю, откуда им в нашем городе? У нас же ни цирка, нет ни зоопарка, вообще ничего». Первый: «Сам видел своими глазами». Второй: «Ты видел, понятно. А откуда они взялись? С луны, что ли, свалились?» «Как? Не пойму». Дерябнул, небось, бутылку-другую, а родная жена обезьянкой показалась. Бывает. Иди-ка домой и проспись. Понял?» Первый: «Нет». Второй: «А то вызову желтую машину, и будешь ты у меня отсыпаться под белым потолком». Вдруг хохочет. А еще могу с красным крестом. Она, знаешь, быстро приедет», смеется. «Какую тебе? Желтую? С крестом? Или все-таки желтую?» Первый: «Не надо, пожалуйста, никого звать. Пустите меня, я боюсь, правда, мне страшно». Второй: «Страшно ему». Первый: «Очень мне страшно, вы себя даже не представляете». Второй: «Почему же не представляю? Даже очень представляю. Что же я, по-твоему, тупой?» Первый: «Тогда впустите меня». Второй: «Зачем?» Первый: ну как же мне?» Второй: «Парень, ты, может, рехнулся? А я тебя должен в квартиру? Эдак любой прибежит, глупостей наговорит, а я его должен? Нет, дудки, такого закона нет. Ты маньяк, ты убийца, ты хитрец. Но меня ты не проведешь. Я, брат, таких, как ты, за версту чую, за 4 версты». Первый в отчаянии: «Да я же действительно видел обезьян. Я их действительно видел. Почему вы мне не верите?»
Второй. Видел ты, верю я. Как же, держи карман пошире. Такие мордатые, с такими ушами, с шерстью, вот такой. Первый радостно. Да, да, да. И руки у них длиннющие, и походка сутулая. Второй. Какая, какая? Первый. Я видел, они очень страшные. Впустите меня. Второй. Стой, стой. Не ори, никуда не двигайся. Стой на месте. Убегает вдруг вглубь жилища, тут же возвращается с книгой, надевает очки. Ты здесь? Ты там? Ты есть? Первый. Я есть, я есть. Нагнись. Второй. Нагнись. Сам нагибается, смотрит в скважину. Ближе сюда, еще ближе. Лучше нагнись. И ближе, говорю. Вот так. Теперь дыхни. Дыши, говорю. Первый дышит в скважину. Еще так. Вроде не пил. Первый. Ни каплю. Ни капли. Клянусь. Второй. Глаза покажи. Глаза мне в дырку. Первый широко раскрывает глаза. Стоп. Так. Глядеть. Все ясно. Первый. Что? Второй. Диагноз шизофрения. Первый. Вы что? Да откуда? Второй. Она от верблюда. Меня ты не проведешь. Листает страницы. Первый. Нет у меня шизофрении. Никогда ее не было. Нет. Второй. Ты слушай, читает. Параноидная форма шизофрении характеризуется преобладанием бреда и галлюцинаций. Ты понял? Ты слышишь меня? Бреда, преследования. И еще читает. Развитие слуховых галлюцинаций. Первый кричит. Я не шиза, и галлюцинаций у меня нет. Молотит по двери кулаками. У меня их нет, нет, нет. Второй. Спокойно, спокойно. Если сказано есть, значит есть. Первый срывается, чтобы бежать прочь. Стой! На месте стоять! Стой! Первый как вкопанный. Никуда ты отсюда не тронешься, понял? Пока я тебе не разрешу. Понял? Первый кивает головой. Да. Второй. Слушай меня дальше. Читает. Во время возбуждения больные пытаются куда-то убежать. Внезапно набрасываются на окружающих, сопротивляются удержанию, не отвечают на вопросы. Послушай теперь, ты, надеюсь, понял, кто ты есть? Это же все твои симптомы, понимаешь? Ты параноик, шизофреник. Тебе лечиться надо. Первый. Мне? Лечиться? Второй. Лечиться тебе, лечиться. И чем скорее, тем лучше. Шизиков среди родственников нет у тебя? Первый. Нет. Второй. Головой в детстве падал? Ты вспомни, не торопись. Может, били тебя по голове до потери сознания, а может, поэтому и не помнишь, что били, а? Первый. Не знаю. Били вообще-то. Второй. Ну вот, а говоришь. Так, теперь обратимся к твоим галлюцинациям. Что головой мотаешь? Обратимся? Первый, как под гипнозом. Давайте. Второй. Когда ты увидел обезьян в первый раз? Первый. Ночью. Сегодня. Второй. А прежде? Разве не было? Первый. Было вообще-то. Второй. Вот видишь, где? Где? Первый. В зоопарке. Второй. Так. Первый. По телевизору еще. Второй. Сегодня ты их где видел? Может, тоже по телевизору? Не могло? Первый. Сегодня на улице. Второй. На какой? И когда? Время? Первый. Где-то около 12. Второй. Так поздно? Что ты там делал на улице, как так поздно? Первый. Пошел прогуляться, как обычно, по холодку, взад и вперед, у подъезда. Вдруг слышу крик. Второй. Крик? Первый. Крик. Какой-то человек бежал прямо на меня и кричал: «Обезьяны, обезьяны!» Второй. Обезьяны? Первый. Обезьяны! Я испугался, да мало ли что, может, маньяк какой еле-еле добежал к себе на 10-й и заперся, а он подбежал, стал стучать и кричать: «Обезьяны, обезьяны!» Второй. Ты открыл? Первый.
Конечно же нет. Сначала хотел, потом передумал, подумал, а может, про обезьян понарошке, а на самом-то деле... Да кто его знает? И почему я подумал, он именно в мою дверь стучался? Дверей у нас в доме ого-го. Второй. Согласен. А дальше? Первый. Стал я его расспрашивать. Второй. Дверь не открыл? Зачем? Я его через дверь... Он все и рассказал, как к нему постучали с криком обезьяны. Как он открыл, как он не открыл, как вообще. Второй. Так, понятно. А дальше? Что дальше? Первый. Проверил его документы, паспорт, прописку, остальное. Второй. Молодец, молодец. Первый. Где работает, в какой партии состоит, платформу. Второй. Какая у него платформа? Первый. Позитивная. Второй. Хорошо. Не пустил? Первый. Нет. Проверил, не пьян ли он. Заставил дышать через скважину. Потом скороговорку читать. Второй. Я знаю, какую. Их много. Первый. 33 корабля. Лавировали, да не вылавировали. Второй. Эту я люблю. Еще, знаешь, есть Карл у Клары украл кораллы. Клара у Карла украла кларнет. Первый. Зачем? Украла. Зачем? А зачем крадут? Чудак ты. Дальше что он у тебя делал? Первый. Таблицу умножения декламировал. Ошибся один раз. Второй. Да ну? Первый. 8 умножил на 9, и получилось у него 71. Второй. А на самом деле? Первый. 73. Второй. Позор. Дальше. Первый. Стихи наизусть читал про кота. Второй. Про какого? Первый. Ну, который еще котенка кормил молоком. Ну, не помните? И днем, и ночью кот ученый кормил котенка молоком. Второй. Да помню, как же кормил от пуза за счет профсоюза. Первый. Во-во. А потом я хотел позвонить в милицию, чтобы его задержали как преступника. А он взял да и вырубился. Прямо у меня на площадке, как труп. Я сильно перепугался. Подумал, что помер. Что подумал? Соседи подумают под самой моей дверью. Отворил и начал искать у него пульс. Еле нашел. Побежал за нашатыркой. Потом он очнулся, увидел меня, широкие глаза сделал. И как заорал: «Обезьяны, обезьяны!» Как подпрыгнул, как ускакал. Молчат. Второй. Да, дела. Почесывает затылок. Первый. Что? Второй. Оказывается, и у того была галлюцинация. Оказывается, она была массового характера. Первый. Вы так считаете? Второй. Может, даже эпидемия? Первый. Нет, серьезно. Вы серьезно? Второй. Да, не шучу. Уж. Первый. Ой-ой-ой, действительно. Как это я не подумал? Ведь я после того почувствовал, что заболеваю. Второй. Конечно, все совпадает. Эпидемия. Чувствовал, например, что в квартире еще кто-то есть. Первый. Чувствовал. Жуть какая-то. В дальней комнате чье-то дыхание, шаги, паркет скрипит. Второй. По коже мороз, верно? Первый. Мне стало казаться, что это обезьяны. Ведь он же кричал: «Обезьяны». Второй пугливо озирается. А для них же взобраться на 10-й этаж сущие пустяки. Ведь верно? Первый. Конечно. Расплюнут. Да что там 10-й? Второй. Дальше что было? Дальше рассказывай. Дальше. Первый. Дальше я испугался, что в мою квартиру проникли обезьяны, и хотел позвонить в милицию. А телефон в коридоре под зеркалом. Я было пошел к нему, но подумал, обезьяны схватят меня раньше, чем я до него доберусь. Но потом все же решился рискнуть. Медленно так стал к нему подкрадываться, даже вспотел. То есть не то, чтобы даже вспотел, а он с меня прямо ручьями. Я был почти уже рядом, поднял вдруг глаза и увидел ее. Вторую обезьяну. Первый. Ее. Это была она точно. Не помню уже, как выбежал на улицу в тапочках, как побежал, как... Боже, у меня перед глазами были только они, обезьяны, обезьяны. Клыки оскалены, сверкают, шерсть дыбом, ручища до пола идут
на полусогнутых, и, что самое поразительное, все в человеческих одеждах, все, представляете, все и повсюду, и спрятаться негде. Ужасно, ужасно. Второй задумчиво потянулся было рукой к замку, впрочем, передумал. Похоже на правду, но почему я, обезьян, тебе верить? Ты говоришь, они захватили город, а я вот тебе не верю, понимаешь, не верю. Почему молчит радио, телевидение, наконец, гражданская оборона? Где правительственные сообщения? Да и откуда им взяться? Африка далеко. Мы где? Африка где? Так что кончай пудрить мозги. Кончай, а то, понимаешь, всякий параноик заявится. Читает. Это состояние сопровождается страхом, чувством надвигающейся катастрофы и психомоторным возбуждением. Все понял? Совпадает? Чувством надвигающейся катастрофы. Первый покорно. Да. Второй. Больные, испытывая зрительные и слуховые галлюцинации угрожающего императивного характера, могут производить разрушительные действия. Первый. Могут. Ох, могут. Второй. Совершать неправильные поступки, возможно, падение с высоты, поджоги, самоповреждения. Ну, первый. Увы. Второй. А еще уговариваешь пустить в квартиру. Да ты здесь такое устроишь? Ты хотя бы запомнишь, что можешь сотворить, если я тебя впущу? Первый. Запомнил. Память у меня хорошая. Разрушительные действия, неправильные поступки, поджоги. Второй. Молодец, умница, вундеркинд. Стой на месте и никуда не двигайся, понял? Первый. Сомнамбулически. Понял. Второй. Я вызову скорую, понял? Только никуда не с места. Ты понял меня? Хорошо понял? Первый. Хорошо понял. Второй. Как будто не в силах отлипнуть от замочной скважины. Вот и хорошо, вот и славно. Сейчас же пойду и позвоню. Позвоню и позвоню. Только не уходи, а я позвоню. А ты не уходи. Первый. Телефон в конце коридора? Второй. Да. А что? А ты как узнал? Ты уже бывал у меня? Скажи-ка, бывал, что ли? Первый. У меня телефон в конце коридора. Второй. Это надо же. Первый. Под зеркалом. Второй. Что? Что ты сказал? Хочешь сказать, у меня обезьяны? Хочешь сказать, вдруг дико орет, будто его режут на очень мелкие кусочки. Тишина. Ты шутишь? Что им здесь у меня делать? Медленно, буквально сантиметрами перемещается вглубь квартиры. Нет у меня обезьян, никогда не было. Их здесь просто не должно быть, потому что... И опять из его глотка выдирается дикий вопль, леденящий душу, подбегает к двери, бьется в нее, дергает на себя, пытается открыть, кричит. «Обезьяны! Помогите, обезьяны!» Наконец дверь поддается, первый охвачен ужасом. Обезьяны! Помогите!» Захлопывает дверь и удерживает, что есть силы. «Люди! Люди! Люди!» Второй, по-видимому, решил, что первый увидел обезьян за его спиной. «Люди, спасите! Обезьяны!» Дверь не выдерживает, грохается на пол. Первый схватывается со вторым, они катаются клубком, рыча, крича и вопя. Наконец, обессиленные стихают, лежат, медленно садятся, удивленно разглядывая друг друга. Первый тычет пальцем во второго. У-у-у. Второй утвердительно кивает. У-у-у. Тычет пальцем в первого. У. Первый кивает вполне утвердительно. У. Второй недоумение почесывает затылок всей пятерней, совсем как профессиональная обезьяна, выпячивает губы, самозабвенно стучит кулаком по груди. У-у-у-у-у. Первый вторит ему. У-у-у. Они дружески обнимаются. Небесная музыка словно переносит нас в раннее утро человечества. Первый и второй сидят, беззлобно и беззаботно улыбаясь друг другу, чешут спины,
Блошек выискивают, тем самым выражая любовь и привязанность к ближнему. Наконец убираются прочь на полусогнутых, помогая себе при ходьбе передними лапами. Темнеет, доносится звуки большого города, рев моторов, скрип тормозов. Занавесь.